Добрый день, меня зовут Сергей Санхядов. В бурятско-русском словаре слово «обок» переведено как «фамилия». В то же время в официальных документах органов ЗАГС, таких как свидетельство о рождении, «обок» означает «отчество». Давайте попробуем разобраться с этим словом, начав с того, что фамилия у бурят изначально отсутствовала. В разных источниках указываются разные периоды времени, в течение которых бурятам были присвоены фамилии. Поэтому для большей точности приходится ориентироваться на результаты собственных поисков. Могу с уверенностью сказать, что фамилия Санхядов появилась между 1914 и 1916 годами. В официальных документах 1914 года наш прадед в списке жителей Улуса числится по своему имени и имени своего отца, то есть на современный лад по имени-отчеству. Но уже в документах 1916 года он числится не только по имени-отчеству, но и по нашей современной фамилии, которую он взял по имени своего деда. Эта информация, кстати, может быть полезной для тех, кто только начинает составление своего родословного древа. Если говорить примерно о представителях моего поколения, то первым делом нужно поднять свидетельство о рождении своего деда по отцу. В графе родителей там будет указано не только имя его отца, то есть вашего прадеда, но и его отчество, то есть имя вашего прапрадеда. Если оно не совпадет с вашей фамилией, то, скорее всего, она произошла от имени уже его отца, то есть вашего прапрапрадеда. Таким образом, без каких-либо трудовых и материальных затрат можно составить свое родословное древо уже до 6-го колена. Дальше нужно будет работать с дореволюционными архивами, но вы уже будете знать, какие имена искать в делах инородной управы, к которой относился ваш родовой улус. Но вернемся к нашему вопросу. До присвоения фамилии основным идентификатором человека служило имя его отца. Эту традицию до сих пор можно проследить по вопросу, который иногда задается при знакомстве. Хынеху вумши. Сегодня же основным идентификатором человека служит его фамилия. В этом смысле отчество у бурят в дореволюционный период с функциональной точки зрения можно назвать аналогом современной фамилии. С этой точки зрения одновременный перевод слова «обок» и как фамилия, и как отчество выглядит вполне логично. В то же время, если рассматривать само понятие фамилии не с канцелярской точки зрения, а с исторической, то без понятия «род» здесь не обойтись. К примеру, считается, что фамилия знаменитого русского писателя Ивана Тургенева происходит от имени его предка Тургын, быстрый. Так что фамилия в этом смысле мало чем отличается от рода, который, как известно, тоже идет от имени одного из предков. Кстати, в своем историческом значении слово «обок» так и переводится – род или племя. Так что в этом смысле понятие «обок» и понятие «фамилия» можно назвать аналогичными. Таким образом, вряд ли можно однозначно сказать, что «обок» – это только фамилия или только отчество. В живой речи нужно ориентироваться на общий контекст. Гораздо важнее ощущать свою неразрывную духовную связь со своими ближайшими предками, которая нашла материальное воплощение в виде современной фамилии. Могу сказать по себе, что стоит только ощутить эту связь, и отпадают многие ненужные вопросы. К примеру, вопрос, для чего мне нужен родной язык, то есть язык моего рода, просто перестает существовать. Дахимова затра варьте.